Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Трудома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 14 марта. Это у нас понедельник. Мы с вами смотрим на вот такой вот колоде. Называется она «Цыганский пасьянс. События дня для каждого знака зодиака». Начинаем, как всегда, мы по традиции с овнов. Овны у нас идут первые, поэтому смотрим события для овнов. 14 марта, понедельник, события для овнов. События для овнов в понедельник. Смотрите, первое – это свечи. Свечи – это надежда. Ожидание. Надежда и ожидание. Да, то есть вы надеетесь, ждете что-то, скорее всего, получить. Пустые разговоры по колокольчику будут у вас в этот день. Замочек. Можете узнать какую-то тайну, секрет. Да, то есть вот, например, в пустых разговорах кто-то вам проболтается, что-то расскажет. Или же замок может быть закрыто. Ожидание. Да, то есть куда-то приехали, закрыто. Приходится ждать, пока откроют. Может и так быть. Исполнение желания. Верность нельзя. Колебания, сомнения также будут еще у вас в этот день. Колебания, сомнения какие-то. Так, и сейчас я еще проверю горизонтали. Рыбу нельзя. Здесь нет, здесь нет, 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 нет. По горизонталям и вертикалям не вижу совпадений. Получается, у вас идет первое событие, это надежда, да, то есть такой настрой, да, то есть вы на что-то надеетесь, чего-то ждете в этот день. У вас будет исполнение желания и пустые разговоры, будет... Узнаете какую-то тайну, секрет или что-то будет закрыто, и будут колебания, сомнения, да, то есть думаете, делать, не делать, там откроется, не откроется, получу, не получу, да, то есть есть такое еще сомнение у вас в этот день. Так что, овны, вот такой у вас понедельник, да, то есть больше показывает состояние, чем действие, да, то есть ожидание, состояние, сомнения, состояние надежды, то есть именно вот не действие больше, а день каких-то состояний. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Так, смотрим теперь тельцы. Что у вас? 14 марта. 14 марта, понедельник. Понедельник. События для тельцов. Смотрите, первая корона. Корона – это встреча с представителем закона, власти. Да, то есть какой-то важный человек. У вас с ним будет встреча. Скорее всего, первая половина дня, да, то есть первое событие. Сильные, глубокие переживания, печаль. Может быть, результат встречи как бы вас не очень порадует. Хотя, смотрите, тут же выпадает удача, везение рядом. Да, то есть, скорее всего,
эта встреча как раз пройдет удачно. Цыпленок нельзя. Гости. Ага, смотрите, печаль может быть связана с гостями. Видите, они рядышком. События, которые выпадают рядом друг с другом, они часто вместе проигрываются. Подарок. Гости, подарок. Ожидание. Будет у вас состояние ожидания, кого-то будете ждать или что-то будете ждать. Ну, можно ждать гостей, можно ждать встречи. Якорь. Якорь показывает, что вы где-то заякоритесь, да, то есть вы где-то проводите много времени в одном месте. Ну, возможно, да, вот с гостями или в гостях. Получение новости. Получение новости. Смотрим теперь здесь. Горизонтали не вижу, вертикали нет, 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 нет и нет совпадений. Так, что у вас тут получается? Называю просто по очереди, потому что событий много у вас выпадает. Смотрите, у вас однозначно будет удача, везение в этот день вам будет вести. У вас будет встреча с каким-то важным человеком, представитель закона, власти, да, то есть может быть начальник какой-то, то есть какой-то важный человек. Дальше гости, подарок, сильные переживания. Тут не могу вам сказать, да, то есть по поводу чего будет касаться, но какие-то вот переживания будут. Ожидания. Вы где-то проводите много времени в одном месте. Ну, скорее всего, что это будет вечером с гостями. И получаете какие-то новости. Опять же, да, вот, скорее всего, гости расскажут какие-то новости. Вот такие события, тельцы. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Так, близнецы, 14 марта. Близнецы, 14 марта. События дня. Понедельник. Покажите мне. Понедельник. Что-то не хотят у вас события выпадать. Первое, замочек. Замок показывает, что вы можете узнать какую-то тайну, секрет в этот день, да, какую-то информацию, которой не владели до этого. Либо замок — это закрыто, что-то будет закрыто для вас. Ожидание, да, очень похоже. Замок закрыто, и вы ждете. Так, проверяем периметр. Сейчас, может быть, еще что-то увижу.
Да, есть вот колебания, сомнения какие-то у вас в этот день. Здесь нет, здесь время нельзя, зафиксировано уже. Здесь нет, слезы нельзя, траты могут быть. Ну, скажем так, финансовые операции, назовем так, да, потому что для кого-то мешочек это приобретение, для кого-то это траты, поэтому, ну, вот что-то, какие-то финансовые операции будете получать или тратить. И здесь нет. Смотрите, у вас 4 события. Первое, это выпадал замочек, да, то есть показывает, что что-то может быть закрыто для вас, да, вот какая-то проблемка, замок закрыто. Приходится ждать. Траты могут быть. И колебания, сомнения. То есть вы где-то даже будете сомневаться, получится или нет открыть этот замок. Да, то есть стоит вообще ждать или не стоит ждать. Вот могут быть даже такие состояния в этот день. Вот такая информация у меня для вас, близнецы. Так что если вам вдруг куда-то нужно, лучше заранее прозванивайте, да, уточняйте, ждут вас там, открыто ли там, куда вы идете, или может быть там уже закрыто. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к ракам. Так, смотрим, раки, что у вас? 14 марта. Марта, понедельник, события для раков. Покажите мне, пожалуйста. Первое, сразу же у вас выпадает змея. Какая-то будет вокруг вас виться. Да, то есть человек с длинным языком. Деловая встреча. Возможно, будет встреча с вот этим человеком. Это кто-то, может быть, на работе такой. Змея. Ожидание. Может быть, придется подождать. Да, то есть вы раньше, допустим, придете на эту встречу. Победа, какой-то результат. Флаг показывает выигрыш, победа, достижения, да, какие-то, какой-то итог. Ну, положительный для вас, да, скажем так. Так, смотрите, здесь я увидела первый якорь. Да, то есть якорь показывает, что вы можете что-то закончить, доделать. Но кто-то мог увидеть первый замочек. Тогда для вас проиграется замок, а не якорь. Да, если вы его первым увидели. Замок показывает, что что-то может быть закрыто, да, поэтому приходится ждать. Или вы можете узнать какую-то информацию интересную, да, которая вот была от вас спрятана. Часы нельзя. Гость, ага, тайна, вот опять же, смотрите, тайное свидание или гости, да, то есть я первой увидела гости, мне бросились в глаза, да, даже несмотря на то, что вот здесь сложилась картинка, то есть я увидела гостя. Если вы увидели тайное свидание, у вас проиграется свидание. Но я увидела гостей, поэтому у кого-то из раков могут проиграться гости. Обман. Так что будьте осторожны, могут обмануть в этот день вас. Горизонтали нет, вертикали нет, 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 нет. Удача, подкова.
удача. И здесь нет совпадений. Смотрите, у вас получается прям с утра какая-то змея будет вокруг вас виться, да, пытаться вас ужалить. Затем будет деловая встреча, вы будете чего-то ждать, да, ожидания. Ну, скорее всего, наверное, ожидание результата, да, и результат прекрасный, победа. Ну, ваша какая-то победа будет в этот день. Затем идут гости, удача, везение. Якорь показывает точка, да, возможно, якорь еще заякоритесь, да, проведете много времени в гостях, да, то есть долго будете на одном месте находиться. И обман, да, вот единственный такой минус у вас здесь выпадает на этот день, это обман. Так что нужно быть начеку, вас попытаются обмануть раки. Благодарю за внимание, перехожу дальше к львам. Так, левушки. Четырнадцатое марта. Покажите мне, пожалуйста, львы, понедельник, 14 марта, события дня. Что-то я не вижу у вас тут совпадений пока. Есть первый флаг. Флаг — это победа, это результат, это достижение ваше. События в месяце. Что-то, что происходит с вами каждый месяц, может произойти. Неприятность также может быть. Смотрите, нужно быть осторожными. Исполнение желания. Новость. Получение новости. Так. И смотрим с вами периметр. Что у нас здесь? Горизонтали. Деловые отношения есть по горизонталям еще. Вот. Общение с кем-то по работе. Возможно, это общение даст какую-то вам победу, какой-то результат. Так, теперь смотрим здесь. Нет. 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 Нет совпадений. По вертикалям не вижу совпадений. Получается, первое у вас выпадало. Первое — это деловое общение с кем-то. Результат. Исполнение желания. Получение новости. Какие-то события, которые с вами периодически происходят, произойдут в этот день. И неприятность. Да, вот такой единственный минус у вас тут выпадает. Это неприятность. Что нужно делать? Нужно быть просто внимательными и осторожными. Да, вот просматривать, просчитывать каждое свое действие. Да, то есть что такое неприятность? Это когда мы совершаем какую-то ошибку, да, то есть что-то забываем, теряем, выходим, допустим, там дома что-то оставили, ну, в общем, какие-то такие вещи, да, которые периодически с нами происходят. Не туда там отправили деньги, да, то есть что-то там произошло с картой, в общем, какие-то такие ситуации. Поэтому просто нужно быть в этот день внимательными, да, что называется, находиться в моменте. Когда вы что-то делаете, вы должны находиться в моменте, а не витать в облаках. Тогда будет все хорошо. Возможно, вы избежите этой неприятности. Возможно, эта неприятность будет связана с вот этими повторяющимися событиями, которые каждый месяц с вами повторяются. Видите, они рядышком выпали. Да, например, там
вы каждый месяц платите за квартиру, да, вот произойдет какая-то неприятность. То ли там что-то закрыто, забыли какую-то бумажку, неправильно ее заполнили. Ну, это как пример, чтобы вы поняли, как оно может вместе проиграться. В общем, просто будьте осторожны. Благодарю за внимание, Левушки. Перехожу к девам. Так, девы, смотрим, что у вас. 14 марта, понедельник. События для дев. Покажите мне, пожалуйста. События для дев. Смотрите, первое у вас тайное свидание. Какая-то тайная встреча может быть в этот день. Именно у вас. Нерешенное дело. События в доме, события в семье, в родне какой-то может быть. Так, и проверяем периметр. Смотрим, что здесь. Нет. Нет. Теперь вертикали. Нет. 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 Подарок. Будете подарок покупать, да, на это событие. Либо, если событие у вас, вам дарят подарок. Так. И здесь нет совпадений. Получается, смотрите, 4 события. Первое, да, это какая-то тайная встреча. В этот день тайное свидание. А затем нерешенное дело, которое так и не решится. Да, есть какой-то вопрос. Возможно, вы хотели в понедельник решить, но, видите, показывает, что вряд ли у вас получится. Тут не выпали события, да, которые показывали бы, что вот этот вопрос решится. Будет также событие и подарок. Вот такая информация у меня для вас, девы. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам. Да, следующие 6 знаков зодиака от весов до рыбок у меня будет во второй части видео. Как найти вторую часть? Смотрите, под этим видео, да, внизу в описании есть ссылочка на первую часть. Там так и написано, ссылка на первую часть, на вторую часть видео, вернее. Вы нажимаете и переходите сразу. Если не получается найти, вы можете написать мне в комментарии. Я вам обязательно в комментарии эту ссылочку оставлю. Да? То есть я каждый день отвечаю, поэтому в течение дня я обязательно оставлю эту ссылку. Ну и можно еще на канал, зайти просто на канал, и там они подряд идут все видео, да, то есть от последних до первых. Можно так еще найти. В общем, жду вас во второй части.